слово президенту региональной общественной организации Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, председателю Чувашского регионального отделения Российской общественной организации Грafское православное палестинское общество, директор представительства Общероссийской общественной организации Российский комитет солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки в Чувашской республике Басам Фатхи Аль-Малауи. Вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я второй раз в жизни сегодня в вашем замечательном городе Елабуга. Кто-то говорит, это город купцов. Сегодня мы были в экскурсии, посмотрели город, которому более 1000 лет. То есть этот город по своему возрасту старше, чем Соединенные Штаты Америки. И по своей выход, правда, я говорю, и по своей цивилизованности, по своей щедрости, по своей духовности, богаче гораздо. Мы послушали, зашли в этой замечательной библиотеке, послушали в зале нарядный интересный рассказ сотрудник библиотеки. Очень нам приятно было, так приветственно нас встречали. Опять говорю, кто-то скажет, это маленький город, а я скажу, что он почти в 1,5 раза больше, чем столица Евросоюза, город Брюссель. Город Брюссель 32 квадратных километра, а ваш город 41-42 квадратных километра. Так что вы здесь живут где-то 70 или 75 тысяч жителей, а Брюссель где-то 1,5 миллиона. Здесь уверен, воздух чище, воздух без обмана, без всяких фейков, без империи зла, а воздух заполнен добром, культурой, любовью, солидарностью, заполнен чувством, высочайшее чувство преданности, любовь к родине, патриотизмом. Мы сегодня увидели первая выставка. Что значит первая выставка? Вот когда вы найдете семена, землю обхаживаете, может видите очень много большой урожай, может посадите семена яблок, видите, где у нас. Сколько яблок она даст? Вот наша выставка. Она направлена на добро. Вот первая выставка дала сегодня больше 100. Это у нас сотня дам, но она у нас 103 уже прошла, просто она была отложена. Вот, поэтому мы не стали менять, оставили именно ее номер 100. И наша миссия – это добро, поэтому она объединяет всех людей. Все люди наши земного шара, все порядочные люди, все умные люди, все светлые люди. Палестина ведь это страна, которая не просто принадлежит палестинскому народу, принадлежит всем выращенным людям на земле. Это единственное место в мире, которое называется Святая Земля. Там родились все пророки или проезжали к ним все пророки. Это Палестина, это ворота в небо, это ворота к Богу. Палестина – это родина Иисуса Христа. Палестина, в которой Иисус Христос пришел на земле с миром, и ни одного дня не видно мира. Славит так и распятие Иисуса Христа. Его распятие не за зло, он никогда в жизни никакого зла никому не делал, за добро. А она для мусульман – это первая кибла. Все мусульмане молодые, то есть Палестина имеет существенное место в сердце каждого верующего человека на свете. И даже важна для неверующих людей. Это центр мира, это сердце мира. Поэтому сегодня вы видите люди, которые к нам сегодня присоединились, наши дорогие люди, приехали из Москвы, наша прекрасная
Лариса Солнечная, общественные деятели, член Императорского православного палестинского общества, женщина, которая несет добро, несет красоту, несет любви, легкая на подъеме, сказала, сделала, приехала. Приехали из нашего дорогого города Димитровград. Димитровград 3 замечательных педагога, художники, музыканты. Такие художники, такие педагоги, в которых я убедился их высокопрофессионализм, высокопорядочность. Я уже был в Димитровграде дважды, мы там открывали выставки, они организовали несколько раз и 3 раза Вифлеемская звезда, выставка палестинские выставки для детей. Наша выставка, которая началась буквально с одной картины, начало, которая была подарена 13 марта 2021 году, День культуры Палестины, была подарена мне. Из города Ярославля приехала Светлана Бичкова с этой картиной. И тогда я объявил, когда сделали выставку Палестины глазами художников России, и назвал дату 15 мая, то есть меньше, чем, через 2 месяца буквально. И неожиданно на этой выставке настолько русские, россияне приняли самое активное участие, что пришли 200 картин. 200 картин, одну дала 200. Дальше наши выставки уже по всей России. У нас множество городов в России. Присоединились большие дети, десятки городов, сотни школ. Участвовали в конкурсах. Я рисую Палестину. И я рисую Донбасс. Дальше. Сегодня у нас открывается возможность в Башкортостане. В Башкортостане создан новый конкурс «Я рисую Палестину». Создан оргкомитет, в котором принимают участие самые знаменитые организации Дружеская братская республика Башкортостана. И тоже конкурс международный. Вчера были последние уже подведены итоги того, что были начаты, положение уже было вчера послано. Вы понимаете, 1000 детей принимают участие в этом конкурсе. Наша выставка, помимо что она это сотня, но у нас было 9 зарубежных, 30 выставок детских международных на территории России. У нас 9 зарубежных было первый город в истории, город Ерихон, которому почти 20 тысяч лет. Было город Вифлеем, где родился Иисус Христос. Была выставка в Иерусалиме. 10 января прошлого года была в Иерусалиме выставка у нас. Вы понимаете, в Соктаревазе было 4 выставки, в Дворца культуры короля Иордания была у нас выставка. Наша выставка, так как она несет посыл к миру, но она во всем мире распространяется. Сегодня на площадке Дом культуры созвездия принимает участие больше 30 стран на эту выставку. Там уже расположены картины настолько прекрасные, настолько красивые, душевные картины. И знаете, Палестина сегодня это испытанный соус каждого человека на свете. Вы знаете, что хочет преступник, бандит, который истребляет палестинский народ? Знаете, его самая заветная мечта какая? Чтобы вы молчали, не говорили. Если увидите фотографии, как они такие убивают, чтобы никому не пересылали. Чтобы его среди преступления скрывались. Там идет полное истребление народа. Если вы хотите стать соучастниками преступника, то осуждайте тех, кто распространяет фотографии его преступления, чтобы он не понес наказание. Скрывайте от людей. И таким образом вы становитесь соучастником и повторно убьете эти жертвы своим молчанием и равнодушием. Вы знаете, самая страшная болезнь в нашем мире сегодня какая? Это не ковид, это не болезнь рака, это не вирус С, это
это не болезнь сердца. И даже не ядерное оружие. Самая страшная болезнь в нашем мире сегодня это дефицит человечности. Когда рядом с тобой убивают целого народа, а ты молчишь. На кого ты похож? Кому нужны твои молитвы в церковь, в мечети, Богу, если ты молчишь о преступлениях? Ты родился человеком, будь добрый, живи человеком и уходи из жизни человека, который сделал наш мир лучше. Разве молчание о преступлениях делает наш мир лучше? Разве, когда видим истребление целого народа, делает наш мир лучше? Я хочу выразить огромную благодарность художников наших, подчеркивать их имена, которые показали в своих картинах именно эти страшные преступления. Это Павлов Александр Вячеславович, Нагорнова Наталья Юрьевна, Лариса Михайловна Йорка, Лариса Солнечная, и несколько, Хабибулин из Башкортостана, Хайлов, славный художник в Москве, Шайхутдинов, народный художник Башкортостана, заслуженный художник России. Эти люди показали истинно, что они любви чувствуют. Если художник не чувствует боль, то это что за художник? Это вообще не нужен такой художник. Поймите, дорогие друзья, мы все с вами родились людьми. Палестинский народ все, что хочет, просто жить у себя на родине, у себя дома. А это что, преступление? Это что? Почему палестинцы не имеют права жить у себя? Почему надо отобрать их кровь? Вот посмотрите на первую картину слева. Это палестинская нация. Вы понимаете? Я задам вопрос. Какая родина у человека? Первая родина у человека какая? Первая родина у человека мама. Человек живет в животе матери от 6 до 9 месяцев. Мать, который рождает, воспитывает, который носит на себя боль. Представляете, какая страшная боль она испытывает, когда рождает своего ребенка. Как она его воспитывает, как она дает в сад. Кто в этом участвует? И бабушка, и дедушка, и отец, и мать, и братья, и сестры. Потом отдает в школу, потом отдает в институт, в университете, потом женит, что пришел потом какой-то бандит и застрелил его, и уничтожил все стороны, всех, кто это сделал. Вначале говорят было слово, и это слово пришло до всего мира, до России. Сколько церквей, сколько мечетов, каждая церковь – это дорога к Палестине, каждый мечеть – это Палестина, это дорога к Палестине. Я только что вернулся из Барнаула, где я там первый раз в жизни встречался с такими светлыми, такими прекрасными людьми. Чего стоит их подвиг, решимость впервые за 1000 лет российско-палестинское отношение организовал у себя выставка Палестины. Митрополит, уважаемый митрополит церкви, взял на себя все. Выбрал картины, распечатали картины, организовали выставку, меня приглашали, организовали круглый стол. Святая, значимая святая земля Палестины. Я настолько увидел, как они любят Палестину, как они верят в Иисусе, как они верят в справедливость. И они решили, что будут палестинские чтения 29 мая. И каждое 8 апреля у них будет День дружбы народов, Алтайский край, Барнаул и Палестина. Это для наша выставка, которая впереди в историю пошла там. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, я хочу долго говорить. Хочу сказать, что было в начале слова,
когда мы к ним представляем картину, об этом хотим сказать, что вот картина, которая показывает нам правильный путь справедливости, путь добра. Вот перед вами третья картина, сверху израильские отцы, под них палестинские отцы. Израильские отцы, они занимаются свое любимое дело. Вечером приходят с подарками для своих детей, радуются, им подарки, куклы, шоколады, конфеты, кормят их. У палестинских отцов нет такой возможности на своих детей, потому что израильские отцы их днем убивают. Палестинская цивилизация не просто носит труды своих детей, чтобы их хранить. Разве это справедливость? Вот рядом еще картина художника, народного художника Башкортостана. Да, это была картина Хабибуллина. Рядом картина народного художника Башкортостана Шейхутдинов. Он показывает, как была убита палестинская журналистка Ширин Абу Акле. Позапрошлом году вышла на работу 11 мая, в зале хлопцы скрыли и все. И даже Израиль запретил расследовать. Дальше Павлов Александр Вячеславович, Стирсен Мандела и Ясер Арафат. 27 лет обвиняли Мандела, что он террорист, сажали в тюрьму. За что? За то, что он хотел, чтобы иметь право учиться в той же школе, где Бери учится. Ходить в той же улице, где Бери. Ходить в том же кафе, где получить свои права. И Арафат тоже называли террористом, потому что хочет, чтобы его народ вернулся на родину. Дорогие друзья, терроризм имеет корни, хотя, говорят, не имеет родителей, не имеет терроризм не имеет национальности и гражданства, но имеет крестный отец и мать. Соединенные Штаты Америки, которые его снабдяют, которые вооружают, которые готовы во всем мире. И то, что произошло в Сирии, то, что Израиль разбомбил иранское консульство, убил дипломатов, нарушив все законы, это же неприкосновенность, они не имеют права это делать. Они все молчат. А когда Иран ответил, все осуждают Иран, понимаете, они похожи на кого? На настоящую банду. Они мечтают о разделе России. Они уже карту России нарисовали, как 70 государств в интернете, такая есть. Они мечтают, когда разделят Россию, свободу, отнимут ее ресурсы. И что мы думаем? Раньше у них было, я думаю, что 400 тысяч специалистов в интернете сидят, занимаются фейками. Классных, сильных профессионалов занимаются, оказывается, это 4 миллиона штатных получают зарплату в США, их единственное дело делать все, чтобы разрушить Россию. Создавать такие фейки, что я иногда сам сначала не понимал, даже верю, а потом отрезвели, что происходит, я не могу поверить. Их дело только зло. И правильно я их назвал Владимир Владимирович Путин, это империя лжи. А я такого говорил, истину. Потому что они день и ночь думают только, как убивать. Все, что Израиль уничтожил в секторе Газа, 2,5 миллиона, что находится в полное истребление, все мечети стерты с лица земли, все церкви, все храмы, третья церковь в мире. А кто ему дал оружие, чтобы уничтожить? США. США, который говорит о христианстве, что они христиане дают оружие, уничтожат христианов и христианские церкви и мусульманцев. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что решение судьба мира сегодня находится в Москве. И победа России над силой зла, над НАТО, во главе США на территории Украины, окончит и решит палестинскую проблему навсегда. Это были слова Владимира Владимировича Путина, что не там решает проблему, кто создал не войну против тех, кто создал палестинскую проблему. Мы сегодня сюда пришли для того, чтобы благодарить вас всех за то, что вы есть. Хочу от вашего имени всех благодарить, дорогая, уважаемая наша Елена Олеговна Морозова, за то, что она
взяла на себя этот роль, талантливый организатор по всем статьям. Мне даже спрашивали вчера, как это так, вы у нас сделали Дом дружбы, первая выставка, а что ты учил? Делал? А он секрет, потому что я эту жизнь очень люблю. И как он говорит, и как он друг, как надежный человек. Настолько, смотрите, какая она красивая, какая она искренняя. Она заряжает всех энергия, тепла и радости. Я хочу поблагодарить уважаемая Юлия Владимировна, директор библиотеки, за такой щедрый, теплый прием. Как она все красиво здесь организовала. Дорогие друзья, Пушкин, запомните, Пушкин, у него воздушная кровь. А когда поднимается воздушная кровь, и самая красивая душа на свете, русская душа, что произойдет? Чудо! Чудо произойдет! И Путин, и Пушкин, это есть чудо. Прекраснейшее чудо, которое дарит людям любви уже от поколения в поколение. Здоровья вам, счастья, благополучия в ссоре. Сегодня я думаю, мы не пришли к вам пустыми руками. Я узнал, что нету в библиотеке у вас палестинских книг. Сегодня будет. Я уверен, вот мой друг со мной, российский кинорежиссер, тоже у него есть что говорит. У него есть фильм, замечательный фильм «Осенняя поэзия», в котором я тоже принимал участие, про Пушкина. Этот фильм тоже будет подарен сегодня в библиотеке. Большое вам всем спасибо. Да здравствует дружба народов, да здравствует Россия, да здравствует Палестина. Спасибо за все. Своей родины, он прекрасный и в политической обстановке прекрасно разбирается, и, конечно же, в искусстве он тоже горячо